Депутатам Жогорку Кеңеша выдали заработную плату за 2 месяца, октябрь и ноябрь. Многие из них отдали полученное за октябрь на восстановление здания парламента. В ноябре они в обычном режиме получили зарплату. На данный момент многие народные избранники отдали свои зарплаты за октябрь на восстановление здания Жогорку Кеңеша. За ноябрь месяц получили все в полном объеме. Наша съемочная группа решила узнать у самих парламентариев, получили они свои зарплаты, где некоторые из них ответили, что заработная плата депутатов Жогорку Кеңеша выплачивается в соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом. Зарплата на мой счет не поступила пока. Я подписал, что и за ноябрь месяц не буду получать деньги. Я перевел все для восстановления и ремонта здания парламента. Другие же месяцы не буду получать заработную плату. Вместо этого буду отдавать тем, кто действительно нуждается в них. Почти все депутаты и сотрудники аппарата Жогорку Кеңеша не получают зарплату, стоя на очереди в кассу. Зарплата переводится им непосредственно на их банковские карточки. Депутат Эмиль Токтошев заверил, что не знает, были ли переведены деньги на его счет. Месячную зарплату я перевел на ремонтные работы, а за ноябрь месяц, честно, мне неизвестно. Не смотрел еще. Официального постановления нет пока. Каждый народный избранник говорит лишь свое мнение. Некоторые говорят, что будут получать, а некоторые собираются перевести на другие нужды. Камчыбек Жолдушпаев же заверил, что перевел заработную плату в размере 80 тысяч сомов, но не уточнил куда. Далее он отказался от комментариев и в грубой форме сказал не задавать ему такие вопросы. Уберите камеру. Да и вообще, кто вы такие? Откуда вы пришли? Не задавайте мне такие вопросы. Если есть вопросы, приходите в кабинет. По словам гражданского активиста Руслана Ахматбека, деятельность депутата Жогорку Кеңеша, а также расходы, связанные с его парламентской деятельностью, оплачивается за счет государственного бюджета. Бюджет, в свою очередь, формируется за счет налогов. Таким образом, зарплату депутатам платят работающие кыргызстанцы, то есть народ. Мы сегодня становимся свидетелем того, что они не представители народа, а Белого дома. Они, как представители Белого дома, не считаются с мнением простых граждан и думают, что все им сходит с рук. Стоит отметить, во время обсуждения законопроекта о продлении полномочий 6-го созыва Жогорку Кеңеша депутаты сообщали, что будут работать до конца срока без получения заработной платы. 22 октября Жогорку Кеңеш принял закон, согласно которому проведение парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны. В связи с этим срок работы депутатов продлевался до июня 2021 года. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.